Министр торговли Российской Федерации Эмомали Рахмон обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономическом направлении. В Турсунзаде похоронили таджикистанца, заключенного российской тюрьмы, погибшего в Украине. Рахмон установил квоты для иностранных работников, в лидерах китайские рабочие. Суд в Бишкеке принял решение прекратить деятельность информагентства АЗТК как СМИ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли России Денис Матуров обсудили перспективы сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба президента Республики Таджикистан. Денис Матуров прилетел в Таджикистан на заседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству в рамках ОДКБ, которое прошло в Душанбе 27 апреля. В частности, стороны поговорили о перспективах в торгово-экономическом направлении, особенно в промышленности и реализации крупных инвестиционных проектов, активном сотрудничестве посредством создания промышленных парков в свободно-экономических зонах. Одним из перспективных и плодотворных направлений отношений было названо сотрудничество в сфере горнодобывающей, металлургической, нефтеперерабатывающей, электротехнической, текстильной, пищевой, фармацевтической промышленности и в производстве строительных материалов. Было указано на важность создания совместных предприятий в текстильной промышленности, единой производственной цепочки, развития сектора переработки хлопка, кожи и шерсти с привлечением российских инвестиций и технологий. В ходе встречи стороны провели плодотворную беседу на другие темы, представляющие обоюдный интерес, отмечается в сообщении. На войне в Украине погиб еще один таджикистанец, уроженец города Турсунзаде Валиджон Рахматов. Он попал на фронт из российской тюрьмы, где отбывал наказание за участие в массовой драке. Тело 27-летнего Валиджона было передано родным 22 апреля. В семье Рахматовых никто не верит, что Валиджон добровольно ушел на войну. Валиджон Рахматов с 2015 года находился на заработках в России. В 2018 году, по словам его отца Хакимджона Рахматова, был осужден на 10 лет за участие в массовой драке. Российские военные сообщили родным Валиджона Рахматова, что он был убит в результате удара беспилотника около 2 месяцев назад. Валиджон был старшим сыном в семье Рахматовых. Он, по словам отца, хотел заработать денег в России и жениться на любимой девушке. Валиджона Рахматова похоронили на местном кладбище 23 апреля. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон своим указом поручил установить квоты иммиграции и привлечения иностранной рабочей силы в республику на 2023 год. Документ, опубликованный на портале правовой информации Минюста, принят с целью организации и регулирования процессов трудовой миграции иностранных граждан в Республике Таджикистан. Указом поручается установить квоту иммиграции и привлечения иностранной рабочей силы в республику на текущий год в количестве 7500 человек. Иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в приоритетных проектах и инвестиционных отраслевых соглашениях на основе межгосударственных или межправительственных актов, в данную квоту не входят, уточняется в документе. В приложении к указу говорится, что 4950 квот – это 66% от общего количества, предназначено гражданам Китая. 550 – Афганистан, 300 – Иран, 250 – Узбекистан, 230 – Россия, 200 – Турция, по 130 – Кыргызстан и Пакистан, 120 – Индии, 100 – Казахстана и 540 других стран. Большая часть, это 3453 квоты, иностранцев получают право работать в Душанбе, 1572 в районах республиканского подчинения, 1235 в Хатлунской области, 1090 в Сагдийской области и 150 в Горно-Бадахшанской автономной области. Ровно такое же количество квот, 7500, для привлечения иностранной рабочей силы в республику было выделено правительством и в прошлом году.
Более 60% квот в 2022 году, как и в текущем году, было предусмотрено гражданам Китая. К странам со сравнительно большим удельным весом относились также Иран, Турция, Узбекистан, Россия и Казахстан. Суд Ленинского районного суда Бишкека удовлетворил иск Министерства культуры, информации, спорта и молодежи политики Кыргызстана о прекращении деятельности местной службы радио «Свобода» АЗТК как СМИ. Об этом сообщает Азатык. Решение было вынесено 27 апреля. Представители Азатык Медиа планируют обжаловать вердикт в вышестоящей инстанции. На прошедшем накануне заседании суда были представлены итоги лингвистической экспертизы выпуска «Настоящее время. Азия» от 16 сентября 2022 года, ставшего поводом для блокировки сайтов АЗТК и подачи иска Минкульта. В нем был показан сюжет о последнем по времени вооруженном конфликте на кыргызско-таджикской границе. По утверждению Минкульта, в этом сюжете содержатся элементы языка вражды, неподтвержденная информация о якобы нападении кыргызской стороны на Таджикистан, нагнетающая обстановку в обществе информация и вызывающая ненависть, дискриминацию и раскол среди граждан при освещении событий в Баткенской области.